Высокую степень погруженности в жизнь республики показал глава Коми на минувшей прямой линии. Об этом заявил депутат Госсовета Коми Андрей Климушев. Самыми важными темами, по его словам, были те, которые касались медицины. Было заметно по прямой линии, которая проходила, что глава погружен достаточно основательно во все те вопросы, которые задавались. Все проблемы населенных пунктов, в том числе отраслевые проблемы, Владимир Викторович держит достаточно на контроле. Министерства профильные, отраслевые, я понимаю так, скажем, им поставлены какие-то задачи, в том числе с учетом стратегических или тактических, наверное, как говорится, планов. Поэтому, когда глава отвечает на все вопросы практически, не по бумажке, как говорится, а сразу и с лету, это говорит о том, что он достаточно информирован о том, что происходит в жизни нашей республики. В рамках национального проекта здравоохранения до 2025 года республике выделят 6 миллиардов рублей. На эти деньги оборудуют центральные районные больницы. В прошлом году в Каркеровскую ЦРБ поступили передвижные цифровые флюорограф и маммограф на базе автомобиля КАМАЗ. За это время больница провела больше 15 выездных исследований. В этом году, в сентябре, мы получили новый флюорограф стационарный цифровой. Он уже смонтирован. И сейчас идет ремонт кабинета. И в этом же году, в декабре, в середине, во второй половине декабря, мы ждем новый цифровой рентгеновский аппарат. И, в общем-то, у нас практически на 90% оборудование сменилось, рентгеновское. Естественно, мы это оборудование ждали. Старое уже было немножко изношено, ломалось. В следующем году в Коми подготовят 100 врачей общей практики по специальному курсу. Один врач будет заменять 6 – терапевта, педиатра, невролога, хирурга, кардиолога и гинеколога. Глава Коми предлагает зарегистрировать их как предпринимателей, за каждым закрепить 2000 человек. Для привлечения кадров, думаю, нужно обеспечивать хорошим жильем, благоустроенным врачей, фельдшеров. Едут работать. Дороги у нас есть, транспорт у нас полностью тоже хорошо. Работать можно. Обеспечение лекарственными препаратами, оборудованием у нас это все есть. Владимир Уйба также отметил, что для обеспечения республики медкадрами приглашают специалистов и из других регионов. Заключают контракт на 10 лет, предоставляют служебную квартиру. Правда, график разъездной. В следующем году в Коми поступит КАМАЗ с прицепом, оснащенным диагностическим оборудованием. С его помощью диспансеризацию будут проводить в отдаленных населенных пунктах.